Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Сегодня мы в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Хасанова Абузара Мустафиновича. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о начале войны? В 1941 году я окончил 7 классов. После началась война в 1941 году, когда я кончил 7 классов. Мы двое кончили на отлично 7 классов. Нас отправили в УПУ. ПЗО тогда было. Мы оттуда бежали, правильно. Ну что сказать, что мы работали в колхозе, уже нам было еще 15 лет. Мы оба грейка катили зерно, поставку возили зерно для ватра. Ну так, работал как в колхозе. А расскажите, пожалуйста, как вы были призваны в действующую армию? В 1943 году, 17 января, нам была повестка о том вместе. Мы уехали в армию о том вместе в одной стране. Мы на лошадях ездили, ермаки отправили в военкомат. Из военкомата нас уже вечером темно было, отправили в Приютово. В каких сражениях или боевых действиях вам пришлось принять участие? Из Топского лагеря отправили нас на фронт в августе месяце. Я попал в 3-й Украинский фронт, 9-й гвардейской дивизии, 216-й стрелковый полк. Там наши войска наступали каждый день. Во время наступления я командир роты, то санитаром был. Там бомбежки попали, там каждый день пополнение дает. Опять наступление пошли. В один день перед наступлением я был ранен в ногу. Мы приготовились к наступлению. Опушки леса было, а там поля. Потом уже там на той стороне в лесу немцы были, они стреляли от миномета, и один раз там попал на дерево, и там и взорвался, и попал мне в ногу. Слепое, осколочное ранение. Я 2 месяца был зимой, декабря и января 1944 года, казармы не видели, на фронте были. Каждый день наступления освобождали там города, деревни, там это Украина. Я добровольно записывался в войск НКВД в Сталинграде. Это Сталинград мы уже освободили, это 44-й год уже. Там в Сталинграде мы охраняли военнопленных. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Как вам удалось не упасть духом и держать воинскую дисциплину? Ну, терпели уже. Какие-то время не было. Терпели вот уже. Сели там 2 месяца в окопах. Казармы не видели. Так
лапши было. Ой-ой-ой. Что вы хотели бы пожелать нашей молодежи? Я бы пожелал молодым, что больше войны не было, что мы видели, что как мы жили с молодым поколением, чтобы они не видели, как мы жили, чтобы больше войны не было. Молодые поколения жили спокойно, мирно. Есть ли у вас что-нибудь, что можно добавить к нашему выступлению? Ну, кому как, что сказать, добавить. Спасибо вам. Вот, пришли, меня уважением вот, относились хорошо. Нас вот, не забывайте, вспоминайте. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.